Прежде чем показать что-то интересное, я хочу немного с вами поговорить. Вы, наверное, решили, что я перестал делать видео. Да, я перестал их делать, потому что здесь плохое электричество. Ноутбук просто отказывается работать. И мой сосед тоже. И вообще здесь ничего не работает. А еще я перестал делать видео, потому что их не смотрят. А не смотрят, потому что мои видео неинтересные. И снятые на дурацкую камеру. И кривыми руками. Но зато мои видео интересны нашей дочке. И поэтому видео я теперь буду делать для нее. И выкладывать на видеокассетах. А также в этом видео напрочь будет отсутствовать какой-либо смысл. Как и во всех остальных. А еще 2025 год за несколько месяцев принес много увлекательных событий. Что-то сломалось на работе, что-то сломалось дома, и за это к нам пришли соседи, и жил Стройнадзор в придачу, потом еще что-то ломалось в машине, но я не буду детально углубляться в каждое событие. Просто скажу, что я знатно заебался. Но отдельное спасибо хочу сказать всем, кто меня в это время поддерживал. И кто не поддерживал тоже. Возможно, благодаря вам я открыл для себя что-то новое. А теперь давайте посмотрим, как проходила моя реабилитация и что из этого вышло. И, конечно, увидев меня на экране, сейчас подумали. Привет, зрители! Да-да, это я тот самый чувак, который опять показывает и снимает видео про Абхазию. Но сегодня у нас 2025 год, и мы снимаем новое видео для вас, друзья. Но прежде чем показаться, где мы находимся, я хочу сначала рассказать, как мы сюда добирались. Нельзя же просто взять и телепортироваться. Нужно сначала собраться, упаковать чемодан, и кажется тем, что вообще никогда не пригодится. Потом запихнуть машину свою в гараж, чтобы ее никто не украл, и чтобы она нам пригодилась, когда мы вернемся все-таки из отпуска. Потом встать в 4 утра, капец, как рано выйти на улицу, понять, что на улице вообще темно и ничего абсолютно не видно. Конечно, потом нас ждал аэропорт, всякие бюрократические моменты, взвешивание, проверки. А после того, как мы все-таки сели уже в Boeing 737, мы летели целых 3 часа 30 минут и наслаждались невероятными красивыми видами, пролетая где-то что-то похожее на Казахстан, какое-то большое, огромное, по-моему, озеро, а потом пролетали какие-то горы и еще одно какое-то большущее озеро, и потом уже на этом озере мы начали заходить на посадку. Но, кстати, прежде чем заходить на посадку, уже где-то на подлете, мы даже умудрились наблюдать небольшой самолетик, который попался к нам навстречу. Да блин, был же самолетик, куда он опять делся? А потом подлетели к еще одному озеру, вокруг которого капец как много построек. Ну и, конечно, уже зашли на посадку. А прилетели мы в город, которому очень много чего отсылалось к Олимпиаде какого-то там года. Интересно, что это за город такой. А также, когда приехали, вспомнили, что мы... Как последние ослы оставили водку. Мы ничего не забыли, а водку мы оставили. А у нас ее и не было. Ну, в общем, вы, наверное, поняли, где мы находимся. Мы находимся в Абхазии, и сейчас мы находимся в городе Сухум. Мы находимся на юге, где много моря, где много солнца, много машин с различными номерами, похожими на российские, но это не российские номера. И еще здесь люди какие-то все смуглые. И еще есть государственная граница, на которой вообще нельзя снимать, поэтому я там ничего не снимал, и видео почему-то получилось совсем темным. Ну, а потом мы ехали еще 100 километров до пункта назначения и наслаждались уютом и комфортом автомобиля Toyota Alphard. Короче, приехали мы в какой-то город, а это, оказывается, не город, а целый частный сектор, где всего одна столовка на всю округу, зато в этой столовке покушали какой-то острый красный суп и пили странную воду, после которой становится подозрительно веселее. А еще в этом частном секторе, оказывается, есть и то огромное озеро, на котором мы пролетали. Ну, помните, недавно совсем я рассказывал, там еще много людей было разных. Так вот, то озеро, это соленое, при этом довольно красивое, даже под поверхностью воды. Да, я понырял и посмотрел, там прикольно, даже рыбки плавают иногда. А кроме частного сектора и большого озера, здесь еще есть настоящий город с 2, 5 и 9-этажками, парками, которые напоминают парки советских времен, со всякими мозаиками интересными, ну и много всякой зелени еще. Кроме этого, в городе куча всяких бутиков, магазинов, отделов и прочего, где далеко не все люди весьма приветливые. Здравствуйте, а не подскажете, где здесь магазин Вайкики? А у вас есть что-нибудь от головы? А где здесь парикмахерская?
А еще тут прямо в этом большом соленом озере, прямо внутри него и прямо вот тут в центре находится ресторан, в котором можно покушать, но не очень дешево. Ну, в общем, этот ресторан называется Опра. И первое, что мы решили здесь отведать, это было... домашнее красное вино. И еще я хочу гренки. И вообще, в целом, по городу интересно погулять. Идешь такой, идешь и опять попадаешь в кафешку. Только цены тут уже менее кусающиеся, зато красный суп совместно с прозрачной веселой водой кусаются. Так что становишься чуть-чуть другого цвета. Ну, покраснел, в общем. Вечером пришлось немного развлекать аудиторию гостевого дома своими песнями, не очень веселыми, не очень грустными. А как выяснилось, некоторые постояльцы даже нас заждались. А вообще вечер был довольно уютным, и я думаю, многие постояльцы его надолго запомнили. Потом настал следующий такой же день, как и вчера, только вот кроме утра и дневного времени был еще и вечер, причем творческий, который начать нам экстренно пришлось в одном популярном месте, которое называется Брехаловка. Ну, это там то место местное, где все вместе, это местное. Это та локация, где все местные собираются, играют какие-то очень азартные игры и еще пьют кофе. Что там у тебя? Привет, мы в Абхазии. В воскресенье, это еще один какой-то простой такой день для отдыха, мы гуляли По набережной Мухаджиров и набережной Диаскури. Обязательным ежеотпускным пунктом для нас является прогулка по набережной города. И, конечно, самые главные места мы тоже никогда не упускаем из внимания. 200 рублей с человека, через 5 минут экскурсия. Все за бабки, да? Ну как это называется вообще? Разумеется, на прогулке нам скучно не было, так как нашей дочке на данный момент было 2,5 года. А для тех, кто не знает, 2,5 года – это кризис трехлеток. Это когда ребенок вроде и хочет гулять, и одновременно не хочет гулять. Но вы, в общем, сами все видите. Но при всем при этом нашим друзьям очень нравилась прогулка по набережной, потому что отсюда замечательные виды открываются. Здесь можно посмотреть и на Сухумскую колоннаду, и на гостиницу Абхазия, а также на всякие заброшенные объекты. Тут и фонтан с грифонами, который на самом деле надо снимать сбоку, а не спереди, как это все делают. И драматический театр, возле которого на регулярной основе трутся цыгане с веревочками. Следом по маршруту ведет весьма уютный парк имени Баграта Шикумба с кучей эвкалиптов. Также набережную Мухаджиров завершает мост на другой берег реки Беследка, с которого открываются довольно индустриальные местные виды и, конечно, виды на Кавказские горы и Черное море. Прогулка по вечерней набережной – это отдельное удовольствие. Одна из особенно выделяющихся улиц – улица Айдгылара. И привлекает она к себе внимание подсветки пальм и чем-то ностальгически напоминает игру GTA Vice City. Теплый свет фонарей придает Сухумской набережной особую атмосферу. Тут и музыканты со стандартными и нестандартными инструментами.
и всякие необычные аттракционы, и аттракционы в виде кафешек, ну если вам это нравится. И, в общем, набережная стоит того. Также посидели немножко в кафешке Апшалас. Ну, это та самая деревянная острая кафешка, как мы ее называем, потому что там все очень острое, и она вообще вся деревянная. Ну, еще, кстати, из интересных вещей в этом году мы попробовали такси Гаруда. Это местное такси, которое можно установить в приложении, почти как Яндекс.Такси, только Гаруда такси. Это абхазское такси. Ну, в общем, там хорошие цены, и на минивэне из центра города до района Красный Маяк можно доехать всего лишь за 300 рублей. И вот 1 сентября, в понедельник, мы наконец-то дождались машину, ту самую машину, которую я еще бронировал 2 месяца назад в Дива Авто. Ну, это клевые ребята, я отдельный ролик про них сделаю, так что им еще раз отдельный респект, и даже отмечу их, если получится где-нибудь. Так вот, машину мы наконец дождались, видимо, ее еще в 2003 году начали собирать именно для нас, потому что выглядит там довольно свежо, и пробег у нее всего 120 тысяч. А теперь нам пора отправляться путешествовать. Не зря же мы за такие деньги арендовали этот крутой и комфортный автомобиль. Так что приготовьтесь, ближайшие дни будут наполнены интересными путешествиями и кадрами потрясающих видов абхазских дорог. В следующий день мы отправились в сторону туда, откуда приехали. Ну, в сторону границы. Ну, в общем, это там, где Гагры и всякие другие города Абхазии еще. Только на середине пути мы повернули туда, чуть-чуть в сторону гор. По дороге нас привлекло здание, которое оказалось храмом. А сейчас мы находимся в селе Лыхны, крупное село около города Гудауты. По некоторым данным, даже самое крупное село Абхазии, которое дало название вину Лыхны. Главная туристическая достопримечательность – это храм Успения Богородицы. Только вот кроме храма, куда интереснее, на наш взгляд, оказалась совершенно другая постройка, которая оказалась ничем иным, как дворец князей Шваршидзе, который находится практически рядом с Лыхнинским собором и является обязательным пунктом многих экскурсий. Часто пишут, что дворец построен в X или XI веке. Непонятно, на чем основана такая датировка, ибо цари Грузии в то время жили в основном в Кутаиси. Позже Шваршидзе жили в городе Сухум, то есть столица Абхазии была перенесена в село Лыхны в XIV веке. Теоретически в это время и мог быть построен этот дворец, но в то время дворцы строили в форме замков, а не в форме корпусов. Археолог Юрий Николаевич Воронов, главный авторитет по археологии Абхазии, пишет прямо: ранние слои дворца – это 16-17 века. Спорить с Вороновым, как бы уже не получится. Сейчас дворец находится в центре села Лыхны, на краю Лыхнинской поляны. Он имеет вид буквы «П», обращенный крыльями на юг. Внутри находится один большой зал, который окружает комнаты поменьше. Все это выглядит как серые невзрачные руины. Но то, что мы видим сейчас, это только половина дворца, построенного после 1821 года. Тут дворец имел 2 этажа. На первом находились хозяйственные помещения, а второй был жилым. Этот второй этаж исчез почти полностью, так что мы видим сейчас в основном те комнаты, где хранили кукурузу.
А следующим объектом был церковь Успения Богородицы, он же храм Лыхны, где на входе меня заставили надеть юбку. Ну не то чтобы мне понравилось, но вроде как-то надо было в этой юбке ходить, там, ну, такие правила. Храм Успения Пресвятой Богородицы в Абхазии относится к православной конфессии. Его постройка датируется X-XI веками нашей эры, но точная дата так и не установлена. Поговаривают, что он появился на месте древнего святилища, как многие церкви Абхазии, но прямых доказательств этому нет. Храм действует и по сей день, причем работа собора не останавливалась даже в советское время. Это само по себе является уникальным явлением для церквей Абхазии, и не только. В XIX веке Николай II распорядился сделать из церкви в деревне Лыхны мужской монастырь и обитель священников. В связи с этим чуть позже собору была подарена икона Богоматери Знамения. В храме Лыхны она особенно почитаема. Что касается инфраструктуры, она здесь присутствует. Да, минимальная. Для гостей церкви рядом организована парковка, небольшое кафе, можно перекусить, а также сувенирная лавка. А потом мы попросту не знали, куда поехать, и попросили местных ребят подсказать, куда нам поехать. Нам продиктовали какие-то координаты, ткнули на карту. Говорят, ну вы доедете, там вам понравится. Ну и, в общем-то, мы поехали. Некоторое время дорога шла по деревням, потом был долгий крутой спуск. Спустя 20 минут мы оказались в поселке под названием Дурипш. Дурипш. Ну ты же нас не обдуришь. В общем, приехали мы туда и решили сразу прогуляться по руслу реки, ну и саму речку тоже посмотреть. Ну а как прогулялись, решили сразу пойти туда, Где в кафешке Апсабара Амадзе, который находится прямо на берегу реки Хипста, мы сделали заказ. Кстати, кафешка вполне прикольная, абсолютно пустая, и даже цены вполне доступны. Доехать можно даже на обычной пузатерке. Сделав заказ, мы отправились на так называемую экскурсию, которая на самом деле не экскурсия, а так прогулка в сопровождении сотрудника. Но ты за нее все равно платишь, так как обустройством маршрута занимается хозяин кафешки, и зовут его Адам. Так вот, Адам отправил нас прогуляться по его довольно неплохо оборудованному маршруту, и первый объект на пути оказался железный мост через реку, название которой не помню, потом скажу. Дальше начинаются пейзажи, которые напоминают что-то сказочное, а особую атмосферу придает практически полное отсутствие других посетителей. В итоге тропинка приводит нас к остаткам средневековой крепости. Название крепости, разумеется, связано с названием села, и называется она Дурипшская. На маршруте есть две достопримечательности. Первая – это крепость, которая своим видом напоминает оборонительные конструкции. А также отсюда открывается потрясающий вид на долину реки Хипста. Хипстерская, что ли? Однако, по словам Адама, здесь никогда не проводились полномасштабные археологические раскопки, и об этой крепости и ее назначении в прошлом практически ничего не известно, не говоря уж о приблизительном периоде возведения этого сооружения. Однако в некоторых источниках говорится, что крепость относится к средневековью. Обычно ее называют крепостью XIV-XV века, а служила она для охраны горных троп с севера, то есть имела локальное, региональное оборонительное значение.
Река Хипста известна своей живописной природой и уникальными геологическими особенностями. Она протекает через густые леса и живописные ущелья, создавая впечатляющие пейзажи. Здесь же неподалеку, на противоположном берегу, расположено бывшее здание Дурипской ГЭС. Конечно же, виды с крепости открываются невероятные. Плюсом ко всему, атмосферу дополняет шум воды где-то там, внизу. Легкий теплый ветерок и ощущение спокойствия, так как в этом месте, в отличие от других популярных абхазских локаций, мы были совершенно одни. Следующее не менее интересное место на нашем маршруте находилось буквально в нескольких сотнях метров. Это ущелье, которое позволило нам укрыться от жары. Дорога к ущелью пролегает через сказочный лес, пропитанный невероятной атмосферой. Дорога сопровождается природной тишиной. Где-то внизу слышно журчание реки Игри, притока реки Хипсты. Конечно, это место не идет в сравнении со знаменитым каньоном Хашупсы, однако для нас было большой радостью, что эти места еще не так сильно известны туристам, и здесь можно здорово искупаться, отдохнуть, набраться сил и отправляться дальше. Вторая достопримечательность – это ущелье. Особенно порадовало, что эта локация еще не так сильно популярна, как остальные в Абхазии. И народу здесь, соответственно, совсем нет. А кроме этого, в самом ущелье можно неплохо взбодриться, искупавшись в достаточно холодной горной речке.
Ну и, конечно, вернувшись с маршрута, мы немножко проголодались, а заказ уже был готов. В общем, все у них там четко продумано, очень хорошая кафешка Апсабара Амаза, очень рекомендую. Как уже говорилось раньше, локация называется Апсабара Амадзе, и найти ее несложно в одной из популярных социальных сетей. Тут и местоположение, и контакты, и цены, и ассортимент, а также комфортная атмосфера, приятный приветливый персонал, Wi-Fi, очень приятные цены, вкусные блюда, а также у нас была уникальная возможность пообщаться с самим Адамом, создателем этого уникального места и человеком, можно сказать, легендой. Напоследок мы заглянули в небольшой тихий городок Гудаута, в котором еще никогда не были. У нас не было цели погулять по городу и смотреть достопримечательности, однако главную достопримечательность города и набережной мы все же посмотрели. Мемориал, посвященный жертвам выселения абхазского народа, фигура корабля с названием «Махмудия», на котором выселенных жителей махаджиров отправляли в Турцию в 19 веке. Со смотровой площадки открывается вид на море и на прибрежную линию. Слева открывается вид на трассу в сторону города Сухум, а справа на растянувшиеся на несколько километров пляжи. Что мы для себя отметили в первую очередь, так это то, что городские пляжи Гудауты практически пустые. Конечно, мы воспользовались этим и провели несколько минут на берегу. Спасибо за просмотр этого ролика. Жмите лайки, пишите интересные комментарии и поддерживайте наш канал. Особенно хочу поблагодарить тех 0 подписчиков на Бусти и тех, кто пытался поддержать нас на Donation Alerts. До встречи в следующих роликах и в наших путешествиях. Это была только первая серия.